Согласно Конституции, президент страны – это символ единства народа и государственной власти, гарант Конституции, прав, свобод человека и гражданина. Садыр Джапаров, набрав в первом туре около 80% голосов избирателей, победил на внеочередных выборах, которые прошли 10 января. А 28 января 2021 года состоялась инаугурация, и новый президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич Джапаров вступил в должность. Народ Кыргызстана верил ему свои надежды. В новую конституцию Кыргызстана были внесены поправки касаемо президента, о которых мы сегодня расскажем в программе «Твой выбор». Президент – выбранный глава государства в странах с республиканской формой правления. Термин «президент» происходит от латинского и означает «сидящий впереди, во главе, председательствующий на собраниях». В нынешнем понимании термин употребляется с 1787 года, когда был учрежден Институт президента в США, и главой государства был избран Джордж Вашингтон. Основные признаки, присущие президентам практически всех государств. Президент – это выборное должностное лицо. Президент выполняет функции главы государства. Он либо является главой исполнительной ветви власти, либо участвует в выработке решений исполнительной власти, инициирует принятие законов, выполняет роль арбитра в системе органов власти. Он обязан соблюдать ограничения, установленные законодательством, и не нарушать законы. Президент в зависимости от формы правления в стране может обладать большим политическим влиянием и осуществлять верховное руководство текущими политическими делами государства, либо иметь ограниченные формальные полномочия и функции. Должность президента была учреждена в 1990 году вместо председателя Верховного Совета. Эта должность существовала в различных формах с 1927 года, когда страна была известна как Киргизская Советская Социалистическая Республика. Первым всенародно избранным президентом стал Оскар Акаев, занимавший этот пост с октября 1990 года по 24 марта 2005 года. В июле 2005 года был избран Курманбек Бакиев. Он был переизбран в 2009 году, но крупные беспорядки в апреле 2010 года вынудили его уйти в отставку и бежать из страны. Вскоре Роза Атунбаева была избрана главой Временного правительства. Ее инаугурация в качестве президента государства прошла 3 июля 2010 года. Ее преемник Алмазбек Атамбаев был избран на президентских выборах 2011 года и впоследствии сменил Атунбаеву 1 декабря того же года. 16 октября 2017 года президентом страны был избран бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Он вступил в должность 24 ноября 2017 года. 15 октября 2020 года Жээнбеков подал в отставку после акций протестов, возникших из-за недовольства результатами парламентских выборов 4 октября. Жээнбекова сменил премьер-министр Садыр Джапаров, который стал исполняющим обязанности президента до 14 ноября 2020 года. Тогда же исполнение обязанностей принял Талант Мамытов. На президентских выборах 2021 года победил Садыр Джапаров. Он вступил в должность 28 января 2021 года в качестве 6-го президента Кыргызстана. Для начала мы решили узнать у граждан нашей республики, какая форма правления, по их мнению, наиболее подходит к Кыргызстану. И там есть разница, но, думаю, лучше будет, если президентская, если у него голова работает, конечно же. Когда парламент, там слишком много мнений будет, а президент, это даже на опыте, можно сказать. Например, в некоторых странах, когда президентская форма правления, страна как бы развивается, а где-то, наоборот, когда парламентская страна, наоборот, тогда развивается. А у нас, я думаю, стоит все-таки попробовать на президентской основе, потому что столько лет на парламентской, немного чего изменилось. Это не только в Кыргызстане, это вот во всем мире, да. Вообще должно быть это глава государства, президентское правление. Парламентские правления есть, это там в Германии, там, я не знаю, даже, я уже забыл, есть страны, да, но они долго шли к этому.
Вообще вот как бы вот эта вот парламентская форма правления во Франции, наверное, я так думаю, там вот революции, да, тоже. Но везде, в развитых странах, везде президентское правление, это доказано во многих. И даже вот СССР всегда, ну то есть один человек, и если он хозяин, он всегда это всегда, да, должен быть нормальный президент, да, там, или, я не знаю, да, там, ну, хозяин, глава государства, вот и все. Президентская, конечно. Потому что в президентском хотя бы кто-то будет ответственность нести за Кыргызстан. А в парламентском 120 депутатов ничего не могут решить, и ответственности никто не будет на это отвечать. Вот. Президентская, потому что за все что-то кто-то должен отвечать. Парламент никогда не отвечал, никогда не отвечает. Нет, он это отмечал. Просто президент должен решать сам. Если, допустим, парламент что-то не это как его выберет, то есть он будет вынужден принять большинство. Поэтому мое мнение – президентские выборы. То есть президентское мнение должно во главе угла быть. Я думаю, что парламентский это управление – это самый оптимальный вариант нашей правительства. Почему? Потому что парламентский это как сказать, мнение большинства. А президентский – это мнение одного человека. Это может быть, мы президентский уже несколько раз прошли в этом плане, и мы посмотрели, как результаты этого правления. А парламентский только начался. Мы еще парламентский, даже если у нас было, мы его не видели. Почему? Потому что, опять же, эта диктатура, те остатки, она все равно диктовала к этому же. Поэтому сейчас все говорят, что вот, парламентский плохой. Почему? А у нас в самом менталитете есть парламентское управление. Раньше у нас было тоже кенеши, советы и так далее. Они вместе собирались, назначали, конечно, но прислушивались советов старейших. И поэтому к нам ближе, наверное, парламентское управление страны. Социальный опрос показал, что большинство граждан за президентскую форму правления. За эту же форму правления проголосовали более 80% граждан нашей страны на выборах. Как говорят многие политологи, это форма правления, которая подразумевает эффективность управления сильным лидером. Это вновь начало пути, и надо полагать, что эта дорога станет ненасыщенной различного рода барьерами и постоянными преодолениями. Согласно новой Конституции Кыргызской Республики, президент является главой исполнительной ветви власти. Что это значит и какую ответственность несет президент? Начиная с времен первого президента, он всегда пытался избежать вот этой ответственности, глава исполнительной ветви власти. Вот в США президент является главой исполнительной ветви власти. В Таджикистане то же самое, да? Ну, в Казахстане, в России когда-то это было. И только в Кыргызстане президент избегал такой обязанности быть главой исполнительной ветви власти. Вот. И вот у нас впервые только по этой Конституции президент стал главой исполнительной ветви власти, признает себя. Да? И действительно, вот премьер-министр, это prime minister, это первый министр, да, из кабинета министров. И он просто возглавляет правительство, вот, или, как у нас сейчас называется, уже кабинет министров. Поэтому, когда мы говорим президент, глава исполнительной ветви власти, наконец-то, впервые в Конституции все поставлено на свое место. Да? У нас вот было перевернуто ногами вверх, головой вниз. Вот теперь вернули, да, голову на место и ноги на место. Вот, да, теперь президент, глава исполнительной ветви власти, но не только. Он еще символ единства народа, глава государства. Вот, и будучи главой исполнительной ветви власти, он несет ответственность за нее. Какая ответственность есть у президента? 3 вида ответственности есть. Да? Первое – это политическая ответственность, и в Конституции это закреплено. Он может уйти в отставку по своему заявлению, может быть отрешен от должности, то, что называется impeachment. Да? Вот. А если он отрешен от должности, лишен звания экс-президент, это наступает юридическая ответственность, уголовная ответственность, в соответствии с Уголовным кодексом.
Она наступает если президент нарушил Конституцию, законы Кыргызской Республики. И второй случай – незаконное вмешательство в деятельность Жогорку Кенеша органов судебной власти. Да, то есть это деятельность судов, судебного департамента там, и так далее. Вот, если президент туда вмешивается, есть основания, его можно отправить в отставку, либо сам уходит, либо Жогорку Кенеш объявляет ему импичмент, то есть отрешение от должности. То есть эти процедуры есть. И третий вид ответственности – это нравственная ответственность. Да? Если человек признается аморальным, а у кыргызов это сильно, у нас очень ценится наследие отца, да, мурас, мурасы. Да? Вот. И, например, у нас есть вот поговорка у кыргызов, она звучит так: атасын байлығы баласына жұқпайды, то есть богатство отца не остается у его наследника, да? То есть наследство не сохраняется у наследника. Но тут же добавляет о том, что атасын мурасы баласына жұға, то есть наследие отца, духовное наследие, да? Имя отца передается сыну. Вот и всегда же так есть. Например, там, кто твой отец? Вот этот хулиган, это такой же там вообще не человек, да? Либо говорят, вот, это да, хороший человек. И, собственно, к сыну тоже так относятся. Вот это есть нравственная ответственность, она везде предусмотрена. Вот у всех народов, в принципе, существует. То есть, если человек аморальный, безнравственный, к нему также и относятся. Вот есть 3 вида ответственности у главы исполнительной, вообще у любого человека, не только у президента. В статье 89 Конституции указано, что президент несет персональную ответственность за результаты деятельности Кабинета министров и исполнительной власти. Что же это значит? Нет, персональная ответственность, она как раз включает, что человек может быть подвергнут, отрешен от должности, освобожден от занимаемой должности, может быть привлечен к уголовной ответственности, получить срок там, от года там, до 20 лет, например, да, там, штраф какой-то, общественные работы и так далее, в зависимости от тяжести преступления, совершенного таким человеком. Вот. Ну и как минимум вот это нравственность. Вот это и есть персональная ответственность, да? То есть не коллективная ответственность. Вот почему у нас раньше в Конституции до мая 2021 года президент никогда не являлся главой исполнительной власти, а он избегал персональной ответственности. Вся ответственность за действие, бездействие, за тот же Кумтор скандал, за все, что происходило, ложилась на кого? На правительство. Да? Переговоры по границам, вот эти спорные, провалы в бюджете, все, что было. Президент такой белый, пушистый сидит и говорил, это вот правительство виновато. Правительство отправляли в отставку. То есть это была коллективная безответственность. Теперь есть персональная ответственность. Теперь, да, не только депутаты Жогорку Кенеш, а у нас достаточно сильное гражданское общество, достаточно сильные медиа, начиная от блогеров, заканчивая средствами массовой информации. Каждый может высказывать и давать оценку. Журналисты, общественность может давать общественную оценку. Вот это то, что есть нравственная ответственность, нравственная и персональная ответственность президента лично. Да? Вот. Это можно давать. Если есть оценка, например, уголовная, там должен уже Генеральная прокуратура подключать, есть своя процедура. Да? Что делать, как делать, это вот как было в случае с экс-президентом, когда сняли статус экс-президента Алмазбека Атамбаева. Да? То есть там есть своя процедура, она у нас апробирована, работает. Вот. Ну и, собственно, вот отрешение должности, импичмент у нас плохо прописано. Там есть, да, что там должно быть заключение Генпрокуратуры, там не менее половины депутатов инициирует, там 2/3 голосов депутатов необходимо, чтобы был объявлен импичмент, тогда вот это есть. И есть по собственному желанию. Поэтому здесь процедуры у нас есть, эти существуют, где-то надо их дорабатывать, безусловно, над ними надо работать, но тем не менее это есть. В статье 85 новой Конституции право законодательной инициативы, кроме депутатов Жогорку Кенеша, председателя Кабинета министров, принадлежит также и президенту. Какие указы может издавать президент? А законотворчество – это особый вид процедуры, да? Это более усложненно, чем обычное правотворчество. То есть правотворчество – это, вот, например, вы поступаете на работу, написали заявление, подписали договор, вышел приказ и так далее. Да? Это правотворчество организации.
Местное самоуправление издает акты, да, там отвод земли, там вводит местные налоги, сдает в аренду. Это локальное право творчества, не законотворчество, право творчества. Да. Есть министерства пишут, есть акты, например, вот кабинет министров, президент Джохор Кенеш пишут постановления. Это не законы, да, это подзаконные акты. И вот есть, собственно, вот указы президента, они тоже относятся к категории подзаконных актов, и есть, собственно, законы. Да, это действительно более усложненный вид правотворчества. Когда мы говорим об указах президента, есть закрепленные Конституцией полномочия президента. Это, например, прием в гражданство Кыргызской Республики, выход из гражданства Кыргызской Республики, награждение государственными наградами. Да? То есть это все указами президента, это закреплено. Есть те нормы, переданы ему, опять же, законами Кыргызской Республики. Понятно, что закон он иногда носит рамочный характер, и он не все регулирует. И вот для того, чтобы регулировать детализированно ту деятельность, которую необходимо делать, да, принимаются указы президента. Да. Но есть те виды, которые, например, указами президента он не может принять. Например, это изменение государственных границ Кыргызской Республики. Это прерогатива исключительно Джохор Кенеша, депутатов Джохор Кенеша. Да? Вот. О республиканском бюджете. Там, да, кабинет министров готовит, передается, вот. Но указом президента принять республиканский бюджет или там внести какие-то изменения не получится. Да? То есть есть тоже, собственно, ограничения. Введение режима чрезвычайной ситуации. Указом президента можно ввести, но на срок там 30 дней. И он должен продлеваться, опять-таки, по решению Джохор Кенеша. Введение военного положения и так далее. Президент может ввести временно, но обязательно нужно подтверждение Джохор Кенеша. Вот это есть ограничение. По остальным моментам законодательство, понятно, что она не может охватить все сферы общественной жизни. Да? И тогда вступает в дело указа президента. Вот раньше, например, была такая норма о том, что указом президента можно было утверждать соглашение, ну, получать кредиты, проще говоря. Да? Это была коррупционная кормушка для президента и его приближенных. Потом эту кормушку убрали, ликвидировали в 2010 году. Вот. И вот сейчас, да, тоже указом президента нельзя брать кредиты, да, и утверждать их. Вот. Это уже прерогатива, опять-таки, Джохор Кенеша. Поэтому, да, здесь смотрят, есть те вещи, которые действительно можно указом президента принимать, а есть те, которые только законом. Потому что закон есть особая процедура рассмотрения, там необходимо обоснование привести, необходимо провести экспертизы, их не менее 7 видов. Вот, в обязательном порядке. Там должна быть идея, зачем это принимается закон, должна быть концепция. То есть это более сложный вид, сложная процедура принятия. Вот там, ну, люди, наверное, знают, что есть там 3 чтения. Там, это не то, что депутаты безграмотные, да, а потому что первое чтение это смотрят сам концепт закона, второе смотрят уже основные направления, что там должны быть. Ну и третье чтение, это идет просто полировка, да, закона. Вот. И поэтому здесь надо все-таки понимать. А вот указ президента – это более простая процедура рассмотрения правотворчества. Да. Это, да, тоже устанавливаются правовые нормы, да, он тоже несет силу закона. Вот. Ну и здесь, наверное, уместно напомнить, что у нас в 2009 году был принят закон о нормативно-правовых актах. Да, и там как раз-таки установлена иерархия нормативно-правовых актов. На первом месте стоит Конституция, потому что ее принял народ. Народ тоже участник правотворчества. Да? То есть принята Конституция на общенародном голосовании, референдуме. Это вот есть Конституция, раз. А на втором месте у нас идет Конституционный закон, потом идут кодексы. Ну, Конституционный закон, например, о выборах депутатов Джохор Кенеша, президента Кыргызской Республики. Да? Потом есть кодексы, например, Трудовой кодекс, там, Уголовный кодекс и так далее. Потом закон Кыргызской Республики, указ президента идет потом. И потом уже идут, вот там, например, постановление Национального банка, постановление Счетной палаты, потом еще ниже идут приказы министерств, ведомств, там, распоряжения и, собственно, приказы, распоряжения, другие виды нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Да, то есть мэрия города Бишкек-Ош,
Акимы, акимы не относятся к местному самоуправлению, это госадминистрация, да, на местах. И, собственно, айлюкмету, и местные кениши. Вот это вот весь спектр, который у нас есть. По словам Садыры Нургоджоевича, президентская власть – это личная ответственность перед народом. Надеемся, что президент Джапаров сможет проделать эту работу, ведь на нем еще лежит репутационная ответственность – остаться в истории или же быть как прежние президенты. Для нас же важно, чтобы в поствыборный период страна и народ принялись решать насущные проблемы и не искали подводных течений. Следует искоренить неуважение к власти и всецело ей помогать. Народ сделал свой выбор, и никто не принуждал. А каким будет вектор дальнейшего развития страны, покажет время. Смотрите нашу программу и будьте в курсе всех событий. Ведь это твоя страна, твоя ответственность, твой выбор.